Так, всем ассаламу алейкум. Мы на связи, мы вышли в эфир. Подключайтесь к нам. Мы будем понемногу вкатываться в тему. Так. Как нас слышно вообще? Если нас слышно, из-за одного меня как слышно, сразу проверим. Да. С нами сегодня на связи Имран. Так. Имран Татриев. Ассаламу алейкум. Ну и Магомед Чербижев. Так, ну что, у нас 22:00, пардон, по Москве. Мы начинаем наше вещание. Так, отлично слышно, ну круто. Отлично, мы тогда начинаем. Имран, ассаламу алейкум. Также мы приветствуем всех наших слушателей, всех тех, кто будет смотреть это видео по записи. С нами, как я уже сказал, Имран Татриев. Он молодой парень, которому там, на сегодня 22-23 года. Но уже на данный возраст Имрану есть что рассказать. И сегодня мы попытаемся подробнее разузнать у него о поездке, о победе в конкурсе Google и о поездке в Сан-Франциско. Но это мы делать будем не сейчас. То есть мы это разберем этот вопрос по ходу пьесы, в середине, да, где-то примерно. А сейчас мы подробнее разберем, Имран, чем ты сейчас занимаешься, в какой компании ты работаешь, на какой должности. Можешь немножко рассказать об этом? Да, я получается, Android-разработчик в App in the Air. Это, наверняка никто из здесь присутствующих не слышал. Просто потому что пока что эта компания ориентируется на западный рынок. Если вкратце, то это букинг-сервис, букинг там, авиабилетов, отелей, флайт-трекер, то есть все в одном. Если простыми словами, то это персональный ассистент для часто путешествующих людей, которым нужно и машину арендовать, и самолет, то есть купить билет, отель и так далее. Те, кто самостоятельно путешествует. Да. Ага. А ты чем конкретно занимаешься в компании? Я получается, занимаюсь андроидом. Вообще, сейчас я нахожусь в core-команде инфраструктурной, которая, то есть всякие инфраструктурные вещи делает, но до этого я, полгода провел в кросс-функциональной команде, занимался именно отдельно букингом, то есть разрабатывал там авиабукинг. Вот. Сейчас больше ориентируюсь на инфраструктуру. Слушай, там я не разработчик, не программист, но я маркетолог. И вот когда ты говоришь Android-разработчик, там же много разных функций, направлений, что делать в приложении. Если там взять полгода твоей работы, да. Что именно конкретно ты делал? Буквально. Вообще, я на самом деле успел поделать все, потому что я пришел туда интерном, и, собственно, до сих пор в этой же компании работаю уже больше 2 лет. Я вообще начинал с Android-часов, то есть я делал приложение для Android-часов, чтобы можно было удобно отслеживать, твои перелеты, не доставая телефон и так далее. Сделал сначала Android-приложение, потом начал работать уже над основным приложением телефонным. То есть, в основном это стандартная работа программиста, то есть разработка новых экранов, функций. Даже немного успел поработать с дополненной, как она называется, AR. Да, то есть у нас были такие всякие функции, измерить багаж, разместить планету на своем, ты размещаешься на столе, можешь посмотреть, всякие такие функции интересные. Я тоже частично успел над ними поработать. Окей. Вот. Ты в компании сколько работаешь сейчас? Получается, больше 2 лет. То есть почти 2,4, 2,5 месяцев. Ты устраивался туда на позицию интерн, правильно? Да, еще когда учился студентом.
человек, который практически не обладает никакими знаниями. Да, вот именно мой кейс. Да, мой кейс был такой. А почему они тебя взяли? То есть у них был какой-то набор? Вообще, получается, меня с ними свел один знакомый, который, кстати, скорее всего, присутствует на трансляции. Вот, и они предложили мне сделать тестовое задание. Ну, они многих студентов на практику набирают. И я думал, я выполню задание, если даже не возьмут, то это будет хотя бы строчка в резюме, что вот я там разработал такой-то проект. Ну, как будто как практика. Вот. И, я сделал его, продемонстрировал. И после этого они мне предложили, то есть на таких условиях, что вот давай испытательный срок. Если, короче, и тебе, и нам зайдет вместе работать, то мы, продолжим. Если нет, то нет. То есть никто ничего не теряет, там каждый останется при своем. Для меня, как студента, естественно, это было, классно, потому что это возможность там получить опыт промышленной уже разработки. То есть до этого я там что-то делал в open source организациях, там контрибьютил и так далее, но это все было, во-первых, не за деньги, во-вторых, это все-таки, не настоящие, не коммерческие организации были в основном. А на каком курсе? Это был, получается, конец 3-го курса. Я пришел. Конец 3-го курса. То есть тебе даже предложили зарплату на тест? Да. Окей. Да, я так понимаю, тест прошел успешно. Ну да, получается так. Либо они еще 2 года присматриваются до сих пор. Но знакомый, который будет смотреть это видео, ответит тебе. Ну, ты знаешь, тут вопрос вот как бы знакомства, да, помогло тебе получить тест и возможно... Ну да, то есть это называется как реферал. Откуда это знакомство? Какой инструмент дал тебе это знакомство? Институт, на самом деле институт. И в чате даже упоминали, что один из плюсов учебы в ВУЗе – это не типа знания, которые ты там получаешь, а в том числе и нетворкинг. То есть ты знакомишься там с людьми, они там знают, как сказать, там умные люди знают других умных людей, с которыми они тебя могут познакомить. И, то есть, так и работает нетворкинг. Окей. Ладно, зачту 1 плюс для высшего образования, который отработал на практике. Хорошо, понятно. До того, как устроиться на эту работу, ты был знаком с основателем Байрама Манакова? Нет, я не был. Ты его не знал, да? Вообще, я не знал даже про эту компанию, вот так скажем. Так, там сейчас, сейчас вы работаете удаленно или в офисе? Сейчас работаем удаленно. Кто-то ходит в офис, еще вообще удаленно работаю. Но когда я начинал, естественно, пандемии еще не было. Мы все работали вместе, поэтому мы знакомы. Уже познакомился, когда. Слушай, получается, что как ты там до того, как мы стартовали трансляцию, сказал, что это такой нетипичный у тебя путь, что да, было по факту немного встреч, немного собеседований, там не 10, не 15, и ты довольно-таки быстро трудоустроился. Это было мое первое и единственное собеседование. Я больше нигде не проходил. Смотри, у меня вопрос просто, он меня интересует, я не знаю, насколько политкорректно тебе отвечать на него, ты можешь на него ответить. Ты сказал, что ты пришел на позицию интерна. Это человек, который, в теории что-то ты знаешь, что-то ты слышал, но практика вообще далека от него была, да? И прошло 2-2,5 года. У тебя сейчас какая позиция? Ты джуниор, ты middle? Скажем так, недавно начал работать как middle разработчик, на уровне middle разработчика. Так. То есть... На самом деле... Да. Да, я хотел сказать, что, все вот эти ранги, там, junior, middle, senior, они ведь разнятся от компании к компании. Еще кто какое определение дает им. Кто-то считает там себя через 2 года сеньором, не знаю. Тут на самом деле все расплывчато. В зависимости, кто какой смысл вкладывает в эти лычки.
Согласен, что от компании к компании, там, естественно, есть свои какие-то коррекции, ну, плюсы, минусы возрастные и так далее. Ну, понял. Резюмируем тогда с нуля до позиции middle. Тебе потребовалось 2-2,5 года, работая в одной компании. Хорошо, тогда, если мы немножко сейчас отойдем, если у слушателей есть вопросы касательно компании, задавайте их в чат, мы вернемся к ним. Меня интересует вопрос обучения. То есть ты учился на 3-м курсе, и, получается, ты совмещал учебу с работой. Да, вот это было сложно на самом деле, да, потому что приходилось... Ну да, понятное дело, что когда я туда устраивался, я с самого начала объяснил, что вот я учусь, мне придется отлучаться, вот. И, ну, там это относились нормально к этому, потому что многие сотрудники, которые сейчас там уже доросли до лидов, они сами начинали в этой компании со студенчества. То есть многие вот прям начинали с интернов. И вот удивительным образом в компании есть такая традиция, то есть люди, ну, нет такой текучки кадров, и люди остаются. Вот. Я вообще считаю это такой уникальной ситуацией, потому что в IT многие вот так просто уходят. А сколько человек в компании сейчас? Ну, около 90 человек. 90, да. Ну, не маленький. Не малый, не микробизнес, скажем так. Окей, понятно. Ну про то, что тяжело было совмещать. То есть сколько часов в неделю, стандартно 40 часов, да, рабочей недели? Сколько часов? Вот это самое интересное. Не было такого, ну, то есть я не ставил себе планку, вот поработать 40 часов и все. Я работал все время, просто все свободное время старался работать. Получается, да, я там, то есть бывало с утра там уходил на пары, там в обед приходил, получается, работал, домой приходил, что-то тоже изучал, потому что, ну, во-первых, я был в таком подвешенном состоянии, я не знал, останусь ли я там вообще, соответственно, у меня была мотивация изучать больше, быстрее, чтобы, ну, чтобы что-то там доказать, что, типа, вот я могу перформить там на таком-то уровне, не хуже там остальных. Соответственно, я там бывало и на выходных дорабатывал, по вечерам и так далее. Поэтому, ну, я не считал часы. Мы просто договорились, что да, я там где-то продуктивность будет проседать, потому что есть учеба, и им это было ок. И они, соответственно, ну там, мы ведь договорились на определенную плату с учетом того, что я совмещаю, правильно. Поэтому все были довольны. То есть таблицу, там, отчет за неделю с количеством часов, которые ты проработал, ты изначально не Такого нет. У нас нет ни трекинга времени, ни еще чего. Если ты показываешь результат, ты делаешь свою часть работы, и ну, там все это видят, то там никто не смотрит на какие-то там трекинги, сколько ты там отошел, не отошел. Окей, смотри, сейчас мы вернемся к учебе. Тут ты сказал, ну, было тяжело. Я так понимаю, учился днем на дневное, да, и потом там, в обед уже практически работал. И, соответственно, учеба у тебя была просто по факту отсидеть на парах, сдать экзамен. Ну, там, фактически ты не углублялся, не учился, а учился уже в компании. Да, на самом деле так. Ну, по большей части там предметы в университете можно было закрывать. Если это профильные, то они ведь были нетрудны. То есть ты там договариваешься, что вот я там сделаю проект, а так как у тебя уже есть опыт, ты можешь сделать какой-то интересный проект там в ВУЗе, и тебе там закроют автоматом, например. Поэтому профильные легко получалось закрывать. Но не профильные, на них приходилось ходить и ну, что-то делать на каком-то уровне хотя бы. Вот в этом и была сложность, что тебе приходится все уместить, как-то тайм-менеджмент. У меня он на очень плохом уровне, но как-то приходилось выкручиваться. А почему ты не бросил вуз? Такой, вуз сделал свое дело, я получил контакты, получил работу, я могу поставить на паузу или бросить его, мне он больше не нужен. Ну, это не очень было бы логично. Во-первых, сколько уже времени было инвестировано в это раз. Во-вторых, это все-таки нужная вещь, вуз, диплом. Так уж вышло, что у нас, в России, здесь это какой-то, своего рода социальный лифт. Возможно, в IT это не так, но тем не менее кто-то по нему мерит, и уж надо, получается, принимать эти правила игры. Okay. Да.
Да, и, собственно, даже IT-специалистам, я считаю, он нужен. Если мало ли человек решит эмигрировать куда-то там в другую страну, обязательно будут смотреть на диплом. Давай мы предела... вернемся к плюсам и минусам вышки, потому что такая тема холиварная, много споров на этот счет. И сейчас мы сделаем так. У нас тут есть вопрос по работе. Нет желания сменить работу, спрашиваете Арчаков. Сменить работу. Или условия настолько хорошие, что смотреть другие офферы нет смысла? На самом деле желания сменить работу нет. Вот я когда читаю чаты, я там вижу, люди многие рассказывают, ну, вот как плохо, хотят уйти и так далее, но, то есть я рад, ну, там, например, что есть, то есть есть интересные задачи, есть, ну, то есть достойная оплата, есть способы развития внутри компании, обучения, то есть таких мыслей не возникает, потому что, ну, я понимаю, почему кто-то хочет сменить. Во-первых, там, например, надоели задачи, но у нас там построен таким образом там план развития у каждого сотрудника, что если тебе не нравится задача, тебе подберут новые, с тобой проконсультируются, даже если ты сам об этом не просишь, с тобой все равно поговорят. То есть вот этот типа пункт отпадает сразу. Тебе найдут применение, если ты хочешь сменить, ротироваться, у нас были такие случаи, там, можешь ротироваться. Ну, никто насильно не будет заставлять делать что-то. Потом обычно еще меняет работу, потому что, ну, там, зарплата не устраивает. Но тут, соответственно, там, ты больше берешь ответственности, больше выполняешь, лучше перформишь, соответственно, у тебя будет, ну, наверное, зарплата. Потому что я понимаю, что это неприменимо ко всем компаниям, где-то вот, ну, не хотят просто платить больше и так далее, но вот я с этим не сталкивался, поэтому... Во многих компаниях, пока ты не придешь и не скажешь, что ты увольняешься, потому что у тебя есть более лучшее предложение там, в 2 раза выше по зарплате, тебе не повысит в твоей. Поэтому это как-то сейчас набирает популярность, модным становится. Просто задается вопрос Арчаков, мы как раз в чате, он писал, что он больше года в компании-то никакой не работал, ему там через полгода уже скучно. Это тоже надо учитывать. Да. Еще один важный пункт – это коллектив. То есть вот это тоже прям, его нельзя недооценивать, потому что, ну, вообще, я когда выбирал из разных доступных вариантов, то есть, ну, были предложения, в которых там зарплата была в 2 раза больше. Ну, я туда не пошел просто потому что, ну, во-первых, мне сам продукт понравился, во-вторых, из-за коллектива. То есть я когда познакомился с ними, начал работать, я понял, что я там могу вообще многому научиться у них. Поэтому, то есть я, до сих пор я учусь. И вот это мне понравилось, поэтому... Имран, зафиксируем, да. То есть у тебя, ты видишь, куда тебе еще расти. Есть в компании, есть интересные проекты, есть классная команда. И там, условно говоря, неизвестно насчет зарплаты, но только из-за зарплаты менять смысла работы, естественно, нет. Да. Да. Еще такой, типа, курьезный случай произошел. Я, получается, до того, как устроиться, следил там за одним каналом в Телеграме, связанным с Android, он один из самых вот таких популярных, связанным с Android-разработкой. И когда я устроился на работу, я там через неделю узнал, что, типа, мой начальник, который, получается, наш лид, технически у нас там есть продукт, есть там технически, оказывается, это его канал, то есть я прям был удивлен, что, куда я пришел. Как раз-таки, этот канал мне довольно-таки заходил, и у меня появилась возможность работать с этим человеком. Ну, да, то есть либо у тебя там зарплата, допустим, выше в 2 раза, но тебя никто не менторит, не обучает, тебе нужно платить за обучение, платить за развитие, либо ты, допустим, получаешь меньше, гипотетически, да, финансово, но ты прокачиваешь, тебя хорошо бустят, тебя хорошо обучают в рамках компании. Окей, тут спрашивают про зарплату, но мы не будем отвечать на этот вопрос, слишком правильно. Вот. Можно на сайте Интернет найти разделы по разработчикам, посмотреть, какие средние зарплаты у них.
Так, Да, окей. есть еще этот «Мой круг», или как-то так называется, там исследования есть. Ну вот как там пишут, вот примерно такие зарплаты. Примерно рыночные цены, да. Смотрите, Мгм. нас обычно на курсах, кстати, на сайте Практикум Яндекса любую позицию, специальность открываете, и там пишут средние зарплаты по рынку. Так, хорошо, давай двигаться дальше. А дальше мы с тобой знаешь, куда пойдем? Мы Как пойдем наз- с тобой прям оттуда, откуда ты родом. Можешь немножко рассказать об этом? Да, получается, ну, и родился, и закончил школу, вырос в Казахстане, а потом вот поступил, собственно, в Москву. И с этого момента здесь. А так, получается, вырос в Казахстане. Ну, и там, собственно, обучался. Вот, Ну, учился в школе, правильно там? да. Смотри, Там небольшой город был. я небольшое расследование провел, Так, журналистское. там там все неправда. Ты, ты родился в каком городе? Жил в Сатпаев. каком городе? Сатпаев. Так, а учился в другом? Нет, там же и учился. Там же, в каком родился, там же учился. Ты имеешь представление о том, какие школы в России, там, в Ингушетии? Да. Очень, очень хорошее имею представление, Там когда, то есть, разница поступил. ключевая, там, казахская школа, допустим, в которой ты учился, и типичную ингушскую школу мы возьмем. Какие там ключевые, Ну, допустим, три? типичную ингушскую школу я не знаю, я знаю типичную там российскую школу, потому что когда я поступил на первый курс, я же видел уровень подготовки, то есть других студентов и мой, ну, соответственно, здесь, в России, математическая подготовка намного сильнее. И мне, ну, Мгм. мне приходилось потом там по вечерам что-то дочитывать, чтобы догнать, перегнать и так далее, то есть Мгм. дополнительно что-то изучать. Ну, Мгм. в этом точно есть разница, то, что подготовка сильнее здесь, ну, в А, России. так, подготовка по математике была, ну, и есть сильнее в России. Хорошо, а что с английским языком? Ну, у нас, ну вот, кстати, вот тут интересно, потому что я когда пришел, я знал там английский, ну, лучше большинства людей. Но я Мгм. думаю, тут сыграла роль не то, что там школа какая-то и так далее, хотя у нас неплохая была школа, но я просто дополнительно занимался сам в школе. То есть там Э, всякие онлайн-платформы были, я старался там заниматься, что-то какие-то фильмы с субтитрами смотреть, там, изучать самому. Ну, Смотри, потому, кстати, да. мы сейчас подходим к теме Гугла, как ты там, попал на этот конкурс, выиграл его, и, безусловно, фундаментом там был непосредственно то, чем ты занимался, то, чем тебе, ну, что тебе нравилось. То есть, когда ты учился в школе, там, что тебе нравилось? Ну, мы уже услышали, что английский язык, и ты, я так понимаю, а, практиковал его, потому Помог. что тебе нравилось, или тебя заставляли родители? Вот, Не, что еще? на самом деле довольно интересно, как так получилось. Получается, ну, я сначала заинтересовался программированием, а потом английским, потому что ты читаешь, ты ищешь материал, это же какой год был? Это, получается, было, так, 5 лет назад, еще, ну, лет 8 назад, наверное. 8 лет назад, ну, не так уж много материалов было. Ну, их было много, окей, но меньше, чем сейчас на русском языке. И, соответственно, ты натыкаешься там на какую-то документацию, она на английском. Ну, ты не понимаешь. Я там, ну какой-то школьный уровень был, соответственно, читаю, перевожу, и вот так словарный запас начал пополняться. От того, ну, то есть я не пытался учить английский, потому что, вот, ну, там надо. Я сначала столкнулся с проблемой, что я не понимаю, а потом начал, ну, учить, чтобы нормально продолжать программирование изучать на В каком английском. это примерно была классика, да, ты стал... В восьмом, наверное. И вот ты учишься в 7 классе, или там в 6, или там в 8. Как тебе пришло в голову заниматься программированием? Ну, у нас где-то в классе шестом был, ну, одна, там, в течение одной четверти Турбо Паскаль изучали, там, квадратики рисовали. Ну, вот на вот этом уровне все, вот, то есть мы ничего сложнее нарисовать там круг или квадрат не делали, просто вот это заинтересовало. То есть там одна Ну, четверть прошла. так, так все в российских школах, в ингушских, не знаю, но в российских чертят там эти круги, квадраты. Вот, ну, в Ну, принципе, на этом и заканчивается. То есть, но у тебя нет, ты стал дальше, приходя домой, дальше в этом учиться, разбираться?
Пытался, да, но не шло. То есть я много лет, ну, типа, год точно просто на месте топтался. Ну, сложно было изучать, потому что не у кого было спросить. Ну, ты не знаешь, что делать. Я вот решил, вот мне посоветовали там C++ начать, я начал, это было большой ошибкой. Я не советую так никому делать. Я начал изучать C++, и, кстати, выиграл вот то соревнование, тоже на C++ писал. Но сейчас я этим не занимаюсь. Вообще, почему не стоило начинать, это сложный довольно язык для новичка. Вот. Но мне почему-то показалось, что так правильно, и я начал с него, там, скачал книгу, и вот еще вот, там большая ошибка была то, что я пытался изучать теорию вместо того, чтобы сразу перейти к практике. Вот надо было совмещать и балансировать. Вместо этого ну, то есть я читаю, соответственно, как там в 8 классе ничего не понимаю, откладываю на месяц, возвращаюсь опять, пытаюсь читать, там 5-10 страниц продвинулся, опять забросил, опять вернулся, и вот такие американские горки были. И когда ты понял, что тебе нужна практика? Я это понял только уже ближе к концу школы, когда уже в университет поступил. Вот так вот, то есть такими маленькими шажками. Ну, то есть я не знал, как правильно. Вот в чем проблема. Ну, и, соответственно, делал как мог. Ну, да. Но ключевой вопрос, что тебя мотивировало? То есть, не знаю, почему ты этим занимался? Тебе нужны были там деньги, тебе не хватало денег? Или тебя просто удовольствие получал от этих кругов и шариков, что они могут там ударяться, прыгать? В чем, если так подумать, что драйв, откуда вот мотивация сидеть и читать эту книжку по C++, хотя она, я думаю, не очень такая прикольная и интересная? Ну, просто, то есть, когда забрасывал, потом что-то хотелось вернуться, мотивация какая-то была. Ну, просто было интересно. Или так можно сказать, что там ничего другого не... Ну, никакие другие вещи особо интересными не были. Ну, только типа вот это. Ну, окей. Я не могу сказать, что там вот какая-то мотивация постоянно присутствует. Я сомневаюсь, что вообще в каком-то деле может быть так, что ты постоянно заинтересован в нем. Это вряд ли. То есть там половину времени точно тебе это не нравится делать. Ну, хорошо. Давай тогда двинемся в сторону Гугла. Я, честно говоря, даже ты фотографии прислал, и до сих пор как бы не особо верю, что ты выиграл, но я шучу. На самом деле я верю, просто там шанс победы, он колоссальный, там, очень маленький, там, не знаю, тысячная, сотая, тысячная процента победить, потому что я, почитал немножко статью на Хабре, один человек писал, как, по-моему, как он победил или как он участвовал, то есть около 20 тысяч заявок было вроде того, как в какой-то год. Вот. А как ты вообще узнал про этот, что это такое вообще, и как ты узнал про этот конкурс от Гугла? Вот, кстати, со статьи на Хабре я и узнал. Она там какого-то 2012, может, или не знаю, какого года. Если ты ее читал, если там автор Егор Матиров или Михаил Ивченко, то, скорее всего, я ее и читал. Вот. И, соответственно, я, короче, ее прочитал, загорелся идеей, что, сразу скажу, да, то, что там в 8, в 9 классе, естественно, ты, там мыслишь по-другому, меня там в первую очередь заинтересовала там материальная сторона этого конкурса, что вот, там можно поехать, посмотреть и так далее. Это только потом ты осознаешь, что там самые ценные вещи были в этом конкурсе. Это опыт, который ты получаешь, более-менее промышленные разработки. Это первое. То есть там все же, это же реальные организации, ты делаешь реальные задачи, которые там миллионы людей используют. А второе, это, собственно, знакомство с людьми интересными, с которыми до сих пор, дергается камера, с которыми до сих пор общаюсь. Вот, и я, собственно, сначала прочитал статью, загорелся, написал этому человеку, автору, и начал просто задавать вопросы, но мне было интересно все. И получил свои ответы, получил информацию, начал пытаться готовиться, изучать, там всегда был архив заданий прошлого года. То есть, что было, чтобы примерно ждать. Вот я пытался изучать, примерно, чтобы понимать, что меня ждет. Я, кстати, я же не с первого раза выиграл.
Я участвовал до этого, я не выиграл, просто я получил такие, инсайт инфу, чего ждать на следующий год. Потом попытался еще раз, и потом только выиграл. И второй раз получилось победить. Да. Да. Так, ну знаешь, что прикольно? То есть прикольно то, что в 14 лет я просто посчитал, да, АК Щербаков. 22 минус, там, ты сказал, 2012 года статья, 22 минус 8, там, тебе было 14 лет, и ты смотришь Хабр, читаешь Хабр, то есть это первый такой прикольный момент. И второй момент – это то, что ты написал этому человеку. То есть не стал как-то какой-то обходной путь искать, находить эти задачи в Гугле или придумывать их самому, или там просто взял и написал человеку напрямую, вошел, так сказать, не через окно, а в дверь и получил ответ. Ты не боялся ему писать? Ну, сложно. Я уже не помню, боялся, не боялся написать, но, видимо, интерес к этой вещи был сильнее, чем какое-то опасение. Ну, окей. То есть ты узнал на сайте, у человека напрямую спросил, как, чего, как, что нужно делать, где учиться, какие типовые задания. Я так получаю, бесплатно получил ответы. Да. Ну, да, в каком-то... В каком? Да, в какой-то мере, да. Окей. Ну, давай тогда поподробнее про Google. То есть в двух словах, что это такое, что это за конкурс, кто участвует, и какие были задания, и как ты победил. То есть поподробнее можешь рассказать? Да, ну, получается, формат соревнования, конкурса такое, что вот есть Google, он организует соревнования, и он набирает заявки от десятка организаций. Конкретно в год моего участия там было 14 организаций. Там условие есть, что все организации должны быть open source. То есть они должны разрабатывать там какой-то ПО с открытым исходным кодом. Цель, собственно, популяризировать эту open source разработку и заинтересовать там молодое поколение школьников, контрибьютить, там что-то помогать open source. Вот. И, соответственно, было 14 организаций, каждая организация должна была там выставить свой пул заданий. Задания, соответственно, должны были по уровню примерно быть для школьников, чтобы они могли их выполнить. Там, соответственно, были менторы от каждой организации, которые можно было спрашивать, и все общение велось, я уже забыл, как называется, IRC, кажется, называлось. Вот. То есть там были всякие каналы в IRC, ты общаешься с ними. И, соответственно, если ты хочешь выиграть, тебе, победителей выбирает каждая организация сама, 2 человек. Получается, было 14 организаций, значит, 28 победителей могло быть. И естественно, если ты, есть такие, как сказать, не хитрости, но понятное дело, если ты хочешь выиграть, тебе надо в одной компании что-то делать постоянно, чтобы они тебя выбрали. Если ты будешь метаться, то, нигде не успеешь, за 2 зайцами погонишься. Вот. И длится 49 дней. То есть ты вот в течение 1,5 месяцев что-то разрабатываешь, берешь какие-то задания, и там был такой девиз, что, quality over quantity. Получается, нужно было гнаться не за количеством выполненных заданий, а за качеством. И, соответственно, брать наиболее сложные вещи, потому что, чтобы ты какой-то там импакт делал, влиял как-то на эту организацию, какие-то важные задачи брал. Вот я, собственно, выбрал организацию популярную KDE. Там разные были, интересно, Ubuntu была, что там, Haiku, Drupal, всякие такие интересные организации, популярные. Вот. И, KDE, если кто не знает, наверное, кто Linux пользуется, все знают. У них есть там свое окружение подрабочество, Plasma называется. Очень, наверное, самое популярное. Вот. И, собственно, у них есть экосистема приложений. Там, собственно, сама Plasma, всякие приложения под нее, среды разработки. У них есть своя среда разработки IDE. У них есть там Globus, Marble, у них там есть свои чаты. То есть это прям экосистема приложений. И почему именно KDE? У них были самые такие сложные, интересные задачи, это раз. А второе, потому что
я пользовался до того, как вообще начать с ними работать, я пользовался их продуктом, и мне было интересно, соответственно, делать то, что я сам использую. Вот. Окей, смотри, ну так как ты примелькался, победил, то есть ты выполнял сложные задачи, правильно я понимаю? Да, я сейчас говорю уже про свою вторую попытку. В первой Да, там... мы говорим про вторую. Как тебе это удалось? То есть у тебя все равно, ну, скорее всего, было недостаточно опыта. Как тебе удалось Да. делать сложные задачи, за счет чего? Что ты использовал? Вот вообще плюс вот это соревнование был в том, что за 49 дней ты узнаешь больше, чем за год того, что ты сам пытался изучать. Потому что там есть давление, ограниченное время, и ты, получается, изучаешь многие-многие вещи очень быстро. Ну, это же соревновательный контест. И если там где-то ты можешь решить, ну, давай-ка почитай теорию, потом попробую, то тут у тебя уже нет такого выбора. Ты должен как можно быстрее сделать, какой-то результат сделать, показать. И, соответственно, там я на ходу изучал гид, потому что все же, это же, промышленная разработка. То есть ты должен как-то отправить свой результат. Ты должен его полностью заделиверить, нельзя сделать его наполовину. Надо, полностью представить работу. Соответственно, изучал на ходу гид, изучал там на ходу фабрикатор, это что-то вроде джиры, наверное, кто-то знает. Вот, пытался какие-то там, вот, например, непонятные концепты, например, я с глобусом работал, там надо было симулировать там передвижение что-то машины, какой-то путь, там, соответственно, ты изучаешь там, что там какие-то новые формулы, там ведь, там Земля круглая, соответственно, там рассчитывать координаты надо по-другому, не как на плоской Земле. Соответственно, что-то какие-то новые концепты изучаешь, и все это на ходу делаешь, и еще надо же успевать учиться в школе. Соответственно, ночью там до утра сидишь, делаешь. Вот так вот. Смотри, у тебя комментарий, я вывел его. По всей видимости, кто тебе помогал. То есть, если была задачка тяжелая, вот реально тяжелая, она не решается, ты понимаешь, что она не решается, что ты делал? То есть ты брал подсказки у старших, ты ментора терроризировал, там платно платил консультацию, что ты использовал? Общение с ментором, более того, это даже поощрялось, потому что суть какая? Научить человека именно промышленной разработке. То есть, промышленная разработка – это всегда результат работы команды, не твоих личных достижений, а то, ты никогда не сделаешь столько, сколько ты мог сделать в команде. Соответственно, была цель людей научить работать, общаться, выстраивать какие-то процессы какие-то. Это, то есть, это соревнование, оно не только про программирование. Там очень большой кусок – это именно общение с людьми и работа в команде. Поэтому, да, задавать вопросы, что-то там изучать и так далее. Менторы помогали, естественно. Окей. Ты закончил этот тест, работу, и приходит ответ, что там ты победил. Он не сразу пришел, то есть там сколько-то месяцев надо было подождать, да. Потом по итогу пришло письмо утром. Смотри, я хочу сейчас понять, то есть и раз ты оказываешься в Штатах, в Сан-Франциско, и вот, допустим, ты до вот этой победы, и ты после того, как ты увидел офисы международных крупных компаний, и там побывал в Штатах, небоскребы, да, там, совсем другой мир, другая движуха. Вот ты как-то изменился? Ты по-другому стал смотреть на какие-то вещи? Или ты, в принципе, никак не поменялся ментально? Что-то произошло? Не, в плане IT, там, программирования, естественно, да, потому что, то есть ты понимаешь, что это окупается, вот. Начинает окупаться. То есть ты до этого, ты несколько лет там что-то изучаешь, и там, ты там делаешь какие-то калькуляторы в консоли, там А плюс Б и так далее. И, возможно, очень легко потерять мотивацию, потому что, нет результата работы, нет толку от того, что там делаешь. Вот. А тут раз, ты получаешь там, соответственно, какие-то, во-первых, поездку, там какие-то призы, там что-то в виде там денег и так далее. И,
это уже какая-то мотивация, ты понимаешь, ну это значит стоит того, чтобы продолжать. В этом плане, да. Ну и, соответственно, там, сам факт того, что ты куда-то выехал за границу, тоже же расширяет кругозор. То есть ты там жил в одной стране всегда, а тут раз посмотрел, оказывается, там люди еще и так живут. И такое бывает, что ты изучаешь новое. Так, окей. Тут Магомед уточняет насчет задач. Но я даже не знаю, сможешь ли ты Попытаюсь вспомнить. Так, это было лет 5-6 назад. Короче, ну, вот одну я уже упоминал про там, симуляция передвижения на глобусе. Была еще задача, кстати, она была связана с Android. Там у них есть такое приложение, кажется, называется KDE Connect, чтобы управлять телефоном как ремоут пультом. Ну, чтобы там подключаться куда-то и так далее. И вот, ну, там были задания, там, например, написать там дополнительную функцию, переделать чуть дизайн, там, кнопку встроить с какой-то функцией, ты там встраиваешь, что-то дописываешь. Вот. И в основном задачи это были, ну, типа, какие-то баги пофиксить, либо фичи добавить, вот прям взятые из их бэклога. То есть это не выдуманные задачи, какие-то в вакууме, чтобы просто развлечь там детей. Это прям вот у них есть бэклог, который эти задачи должен был взять какой-то их разработчик, но вот они решили их, так как они легкие, отдать вот школьникам. И, соответственно, ты прям берешь реальную задачу, и ты знаешь, что этим там будут пользоваться там 1000 людей. И, ну, например, у них там неправильно работает там в настройках там какая-то сортировка или что-то еще, это там вот это фиксишь. Да, они, ну, задачи-то легкие, но когда ты в школе учишься, то, ну, довольно сложно разобраться. Все. Ну, окей. Если не секрет, кстати, какой был, ну, наверное, не секрет, какой был выигрыш? Получается, ну, сам факт поездки, ну, там, типа, оплаты проживания, перелетов, визы, всех там всякие еще, ну, не в виде денег, а там всякие планшеты, телефоны, то есть всякие. Там ведь это еще на момент было выхода Pixel C и так далее, то есть они дарили свои ноутбуки, не ноутбуки, эти планшеты, телефоны, там всякие карты, которые можно в их магазине потратить. Соответственно, еще и там дополнительные расходы. Сколько там было, я не помню, долларов, может, 500. Но на то время это большие деньги были. Ну, в принципе, да. И сейчас это еще больше. Да. Ну, это подразумевалось как покрытие расходов там на те 5 дней, что ты будешь в Америке. Это большие деньги. Ну, для Америки это были небольшие деньги. Смотри, насчет темы конкурсов, я в целом для сообщества, я думаю, сейчас кто-то нас слушает из организаторов. Для школьников это прям, ну, на самом деле классная мотивация, потому что я приведу пример. Я тоже в школе в Подмосковье участвовал в конкурсе, вот, и выиграл его. Только, ну, ты чувствуешь, да, это школа Подмосковья, класс информатики, и у тебя, да, Google. Там задачка была, типа, нужно нарисовать рисунки от руки, ну, типа, самостоятельно через Paint нарисовать. Вот, я нарисовал, и, не знаю, рублей 100, что ли, выиграл. Что-то такое. Ну, это было классно, крутой опыт для меня. Тема конкурсов для того, чтобы развивать IT в Ингушетии, в России, она и привлекать школьников, это чуть ли не ключевая вещь. Да, и ведь суть же в том, что даже если ты не выиграл, то ты за эти 1,5 месяца многому научился. Полностью согласен. Ключевой – это опыт и понимание, что, в принципе, так можно работать. Есть менторы, и там, кому можно обращаться. Окей. У нас, смотри, примерно по таймингу осталось там, минут 20. Есть ключевой вопрос, нам надо все-таки качнуть и перейти в сторону высшего образования. Давай так, то есть мы рассматриваем тему IT, в разрезе IT. Почему ты решил все-таки пойти учиться на вышку? То есть там, ключевое, там, родителям нужен был диплом, там, к примеру. Ну, я думаю просто, что там в 11 классе, ну, ты, наверное, не думаешь о таких вопросах. Ну, то есть, ну, во-первых, я хотел там на всякие стажировки ездить, куда-то попадать. Для этого надо учиться в универе. Вот, это раз.
Во-вторых, какие именно стажировки, о чем ты сейчас говоришь? ну, всякие IT-стажировки, то есть, да, для них надо быть студентом. Это первое. Второе, ну, соответственно, везде же это тоже универ используется, чтобы отсрочка от армии была. Вот. Это второе. Ну и третье, все так делают, и ты типа тоже делаешь. Ну, никто ведь не задается, ну, там, это сейчас мы, может, понимаем, что не особо нужно было. Но тогда ты просто делаешь, как все, и все. Вот. То есть ты сказал 3 ключевых тезиса. Что-то есть еще? Ну да, есть, собственно, знания получить. Ну, ты на тот момент ты думаешь, что там действительно чего-то научат, многому интересному. Это потом ты приходишь, понимаешь, что ты ожидал большего, а так на тот момент ты этого еще не знаешь. Можешь еще раз сказать какой-то вуз и направление обучения? Да, я в НИТУ МИСИС учился. Ну, информатика и вычислительная техника была. Почему ты выбрал именно это направление? Ну, оно звучало интересно, информатика, вычислительная техника. И, ну, мне казалось, что здесь будет больше про программирование. Было еще направление прикладная математика, но мне казалось, что там будет математика. Но, как оказалось, оказывается, там больше программирования, а у нас больше других вещей. Там управление IT-системами, там бизнес-планы составление и так далее. Вот. Так. Так, ну, мы в начале трансляции с тобой проговорили про то, что когда там появилась работа, немножко изменился процесс обучения. Вот. Ну, если мы сейчас, уже ты закончил учиться, у тебя степень бакалавр, правильно? Ты не пошел дальше учиться? Нет, степень бакалавра, да. Ну, если оглядываясь сейчас назад, давай тогда возьмем не то, что вот эти ключевые плюсы, которые ты сказал, так, которые нам заданы, не знаю, системой, государством, там, отсрочка от армии, все шли, я пошел, и возможность стажировки, это тоже все системные ограничения, которые, в которых мы находимся. Как ты сказал, социальный лифт. Если сейчас по завершению вуза, если посмотреть назад, что он по факту тебе дал? Вот какие там ключевые вещи он тебе дал, и можно по чесноку об этом сказать. Не, ну, все-таки дал много. Во-первых, это знакомство, нетворкинг, знакомство с интересными людьми. Это очень важно. Вот. Второе, ну, опять же, я тут скажу этот плюс, возможно, он там для меня был не актуальным, потому что я уже знал, что я там хочу этим заниматься и так далее, уже знал, куда идти, но многие не знают. Это возможность отсрочки, принятия каких-то важных решений, что ты пока пошел учиться, и ты можешь еще попробовать разные вещи. Ну, вот, собственно, как я и сделал. Я начинал вот на плюсах, а потом по итогу ушел в Android. А до этого еще попробовал разные вещи, успел попробовать. Если бы я не пошел учиться, мне же надо было, значит, соответственно, куда-то идти работать, у меня не было возможности там поэкспериментировать и так далее. То есть есть время найти то, что тебе нравится. Да, если там человек не знает уже, еще до сих пор не знает. Вот, это возможность отсрочить выход в большую жизнь. Вот, потом... Все-таки какие-то ты знания все равно туда берешь. Есть интересные курсы, есть хорошие преподаватели, вот, и ты все равно туда выходишь, как сказать, более, то есть более умнее, чем ты туда пришел. Вот. А как? Давай вот, если там меня спросить, мне кажется, это один из вопросов. Я не считаю, что нужно идти обязательно в универ, чтобы стать программистом. То есть я так не считаю. Смотри, вопрос какой? Вопрос такой, что идти, не идти зависит от многих вещей. Есть ли финансовая возможность у родителей, у семьи обеспечить обучение и дать тебе вот этот буст 5 лет, учиться, а не работать, жить в Москве, там, питаться, да, там, первый нюанс. Второй нюанс – возможность учиться. То есть есть люди, которые не особо любят как бы учиться, сидят на партах и не понимают, что происходит, зачем это там, им пригодится, да. Нужно это все учитывать. Но вопрос у меня сейчас, а как ты нашел то, что тебе нравится? Как ты понял, что C – это не твое, ты вот пошел в Android-разработчик? Как ты нашел это?
так понимаю, ты тестировал во время обучения, ты тестировал разные проекты, ходил на конференции, что-то выполнял и нашел то, что тебе нравится. Можешь про этот процесс рассказать? Да, вот, кстати, очень важно ходить на конференции, чтобы что-то узнавать, чтобы, опять же, быть в эпицентре всех этих событий, и, ну, вот с этими людьми общаться, слышать, где там сейчас находится вот эта технология и так далее. Ну, вот как я по итогу пришел к андроиду, ну, я, собственно, перепробовал разные вещи. Ну, вот, как я уже сказал, сначала писал на плюсах, ну, Qt, ну, не чистые там плюсы были, вот. Ну, не понравилось, хотел что-то более, делать какой-то более законченный продукт, чтобы я там не только какую-то бэкэндную часть делал, но еще что-то там с фронтендом делал и так далее. Мне было интересно делать какой-то законченный продукт. Там пытался что-то с C-Sharp, какое-то время было, чуть-чуть там что-то на JS посмотрел, но это буквально неделя была. Ну, по итогу вот так пробовал, по итогу решил, что Android будет самым лучшим выбором. И, ну, сделал какой-то проект для портфолио, понравилось, и, ну, вот до сих пор нравится. А что это был за проект? То есть кто выступал заказчиком? Я сам. То есть ты сам? Я вспомнил, нет, это было тестовое задание у Яндекса была какая-то школа мобильной разработки. Так, Вот. да, есть такая тема. Я туда хотел сделать, я, короче, не успел для них сделать этот проект, но я решил, что, ну, раз я начал, то лучше я его закончу. Это была галерея, там, фотогалерея. Ну, и закончил для себя, там, узнал всякое новое, и вот, собственно, добавил в портфолио. Вот, самое главное, что я его делал, то есть я не знал вообще Android-разработку, я просто начал, и вот что-то пытался там на ходу изучать, и это, ну, вот о чем еще хотел сказать, важно, то, что раньше, как я изучал, я упомянул, что сначала читал книгу, что пытался там через теорию, ну, короче, точно неправильный путь, надо как можно быстрее переходить к практике и делать MVP, а не стараться какой-то законченный продукт построить, потому что он никому не нужен будет. Ну, MVP – это минимально рабочий продукт. Да. Вот. Да. То есть, получается, ты делал приложение в удовольствие, больше практики, запустил этот проект, и тебе, ну, то есть, это как бы ключевое, что тебе понравилось, это ты сделал не теорию, а практику. И ты нашел какой-то ответ от системы, от того, что вот как это все работает, и тебе это все понравилось. Да. Вот я, если не забуду, скину, ну, если найду эту ссылку, есть такой блог Вастрик клуб, там, короче, была хорошая статья, упоминалось, как выстроить правильно процесс обучения. И там говорилось, что полностью подход, где вы сначала через теорию идете, неправильно, и подход, где вы идете полностью через практику, тоже неправильно. Надо комбинировать. Сначала делаете, как только упираетесь в стенку, что не получается, возвращаетесь к книге, читаете, продолжаете практику. И с красивыми диаграммами, если найду, скину. Да, кстати, а ты состоишь в клубе Вастрик? Не состою, но хочу вступить, все забываю каждый раз. Я тоже читал эту статью, она мне понравилась, что, да, в принципе, ты все сказал, ключевое, что в статье, что есть разные подходы в обучении, оптимальный подход, когда вы делаете практику, и не получается, только тогда вы идете к теории. Окей. Так, смотри. Вопросы? Кстати, встречу организовал Магомед Чепанов, поэтому мы ему передаем респект отдельный. Наш серый кардинал, такая огурчик. Отсылка к Рике Морти. У него есть вопрос. Да, что было самое интересное. Вот, да. И, кстати, у нас, я напомню, есть в интернете ссылка, где люди описывают их экспириенс учебы в университете, где кто учился. Но почему-то там сейчас заполнено только 2, кажется, вуза. Странно, почему люди не заполняют. Вот. Я там указывал, что мне больше всего понравились формальные системы. Это не совсем профильные были формальные системы, это про логику, то есть там про основу логики, про как там выводятся разные формулы, как там всякие суждения делать и так далее. Довольно интересный был курс, самый интересный из всего. Вот. Из профильного, дискретная математика была интересна. На самом деле зависит от преподавателя. Вот
какой бы предмет ни был, если преподаватель рассказывает хорошо, дает много информации полезной, то это будет интересно. А если там, ну, преподаватель не очень, там, знания устаревшие, какие-то по советским учебникам, то тогда какой бы предмет ни был, ну, это будет неинтересно. Окей. Окей, так, мы понемногу закругляемся, то есть, Имран, минут еще 10, и слушатели, если есть вопросы, задавайте их, обязательно выведу. У меня, знаешь, какого... Мы с тобой, резюмируя, да, немного нашу встречу, мы с тобой проговорили про твою текущую работу в компании, про школу, про Google, про высшее образование. Если сейчас немножко там вернуться в настоящее, то, что сейчас происходит, ты ведешь какие-то проекты дополнительные для себя, то есть в кругах программирования, там, разработки, это называется пет-проекты, ну, для всех остальных, скажем, какие-то личные проекты небольшие ради интереса и там по получению какого-то опыта практического, который не получается получить в рамках твоей там текущей компании. Или нет? Каких-то конкретных проектов, pet-проектов нет, но я, то есть, в рамках своей же работы, то есть, там, после работы какие-то есть интересные вещи, ну, там, дополнительно изучаю, там, что-то читаю и так далее, но вот каких-то pet-проектов не веду. Просто, скорее всего, там, всякие статьи, книги и так далее. Выше есть вопросы без ответа. Если взять, там, день, обычный день твой рабочий, сколько часов в день ты выделяешь на обучение новому? Или в неделю? Сложно сказать, нет какой-то системы выстроенной, чтобы вот я там каждый день это делал. Но стараюсь, то есть там по вечерам, ночью что-то читать дополнительно, там, когда в метро едешь и так далее. Но какой-то системы выстроенной нет. Это, кстати, плохо. Потому что, ну, если есть система, так получится гораздо больше изучать. Даже если вы там по 5 страниц в день что-то будете читать, а там за месяц уже выйдет 150. Вот. Поэтому, да, вот так. Окей. Система рулит. Да, да, именно система. Система, если есть, то в рамках системы проще идти обучаться. Ну, обычно этот вопрос задавал на собеседованиях людям. Кем вы себя видите через 5 лет? Интересный вопрос. Кем ты себя видишь? Ну, 3-5 лет. Допустим, если взять тебя 5 лет назад, да, ты там победил в конкурсе от Гугла, да, сейчас ты работаешь middle разработчиком. Есть понимание или желание, кем бы ты хотел стать через 5 лет? Ну, скорее, я думал об этом, скорее всего, по техническому направлению развиваться дальше, то есть не в менеджмент, куда-то уходить в управление и так далее. Мне интересно прямо именно, чтобы это связано было с разработкой и так далее. То есть, наверное, сеньор. Вертикальный рост, сеньор. Да. Для того, чтобы стать сеньором, тебе нужны какие-то фундаментальные знания математики, которые тебе нужно углубиться и там подучить? Как ты считаешь? Математика точно не нужна. Ну, то есть, неправильно я сказал. Вот чтобы работать, там, заниматься какими-то, чтобы решать задачи бизнеса, а 95% разработки – это задачи бизнеса, делать какой-то магазин, приложение и так далее, там математика особо не нужна, то есть она не будет использоваться. Но математика все же, с другой стороны, нужна, она, то есть правильно выстраивает твою логику, аппарат мышления и так далее. И все-таки ты не знаешь, когда ты столкнешься с какой-то проблемой, уже будет поздно учить ее на месте, наверное. Поэтому, какие-то основы все-таки нужны. Но от этого никуда не уйти. Придется, я думаю, в андроиде все-таки придется что-то там доизучить, потому что если ты там хочешь прям быть сеньором, скорее всего, ты должен какое-то представление иметь о всяких кастомных вьюхах и так далее, а чтобы их там конструировать, нужно все-таки какие-то понимания того, как там работает там вектор, может, еще что-то. Но сложно сказать, зависит от... Фундаментально в математику на год уходить не нужно. Нет, точно не надо. Окей, у нас смотря
Да. Какие цели у человека, если он идет в машинное обучение, наверное, ему нужна математика. Ну, в рамках твоего развития, твоего направления. Окей. Вопрос от Берда Зиева. Так. Вот, хороший вопрос. На самом деле... Да, собственное дело. А что это за дело, собственно, может быть у Android-разработчика? Какой-то проект? Ну, почему? Можно же сделать, да, свое приложение сделать, и, ну, то есть стартап открыть и, ну, продолжать на нем работать. Это, ну, это раз, да. А вообще, ну, сложно заранее так загадывать, но всякие крутые штуки получаются на стыке нескольких сфер, когда ты там получаешь экспертизу. Вот, например, сейчас там ты работаешь ну, допустим, ты там бэкэнд разработчик, не знаю, неважно, Android разработчик, вот ты развиваешься, получаешь экспертизу, и потом, если ты получаешь еще какое-то стороннее образование, либо еще какую-то сферу изучаешь, ну, не знаю, что это может быть, ну, допустим, это экономика или бизнес, там, ты можешь пойти и открыть свое дело, и совместить вот эти знания. Либо ты, наоборот, выбрал там что физику и пошел какое-то устройство сделать, которое там на базе что-то Android работает. Ну вот на стыке разных сфер получаются крутые штуки. Да, то есть что-то новое может получиться только на стыке каких-то вещей. Да. Если получится что-то вширь начать развиваться, что-то новое изучить, возможно, в будущем что-то такое. Но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я просто хочу как технический специалист развиваться. Окей, услышали тебя. Так, ну что, сейчас мы еще буквально секунд 5-10 посмотрим, есть ли еще вопросы. Я по своему плану просматривая, не вижу, в принципе, таких интересных вопросов, которые остались. Как мне кажется, мы все обсудили с тобой, ключевые моменты. Надо ли идти в универ? Это чтобы вопрос? Стать разработчиком. Ну, скорее всего, у людей есть такой вопрос, надо ли. Давай. Не надо, чтобы стать разработчиком, точно надо идти в универ. Другое дело, что там есть плюсы, которые мы уже обсуждали, которые можно получить. Но если цель стоит вот просто стать разработчиком, и зарабатывать денег там, через 2 года 100, там, не знаю, 3 года 100 тысяч рублей. Вот, ну да, одно дело. Вот просто еще что хотел сказать, что вот гораздо было бы выгоднее вообще, если были бы колледжи, где 2 года вот именно прикладные знания тебе дают, то есть тебе не рассказывают там про физику и так далее. Ну, она нужна тем, но если ты осознанно туда идешь, куда-то на вышку, ты дальше в академии будешь продолжать, либо какие-то, ну, там, на заводе, может, где-то работать. Но есть сферы, где это нужно. Но лучше, если были бы, наверное, колледжи какие-то, где там 2 года, тебе дают какую-то специализацию, и ты потом идешь работать. Ну, всякие прикладные знания. И такие ведь есть. Ну, там, ШАТ, окей, там, для математиков, но это же вот пример хороших прикладных знаний. Ну, понимаешь, в колледже они сейчас все онлайн, то есть если взять тот же Яндекс, можно набрать 2-3 курса на год-два обучения, там как раз-таки будет. Там есть фундаментальный курс по питону, он 1,5 года длится. И, ну, единственное, нужны деньги, то есть можно, в принципе, платно обучаться, но мы берем про человека, которого нужно нести за ручку, и это нормально, то там нужно 150-200 тысяч рублей, чтобы проинвестировать, можно ежемесячно, и через 2 года ты, в принципе, хороший специалист, у которого в портфолио есть какие-то проекты, есть школа Яндекса, которая там, ну, неплохая, пользуется авторитетом, и дальше ты можешь выходить с женой на работу абсолютно легко и спокойно. Окей, ну что, тогда последний вопрос, я его сейчас, тут разные еще вопросы, это мы не будем озвучивать, мне понравился вопрос про Калиматова, оказавшись... Ничего не скажу. Ничего не скажешь. Окей, ну что, на сегодня все, мы уложились практически в час. Марков Имран, кто согласился выйти на встречу, на это видео, всем нашим слушателям, которые были с нами, задавали вопросы, и всем, кто будет смотреть это видео. У меня личная просьба: отправляйте это видео своим детям, своим племянникам, там, в общем, школьникам, студентам, потому что всем будет полезно. Плюс касательно конкурсов, есть множество конкурсов от российских компаний, зарубежных, которые там протекают постоянно, и это возможность себя реализовать. Баркал,
На связи. Всем ассаламу алейкум. Хорошего вечера. Алейкум ассалам. Везде хорошо. Везде хорошо.